Французская народная сказка «Жан и Мари». Жила на свете одна бедная женщина, у которой было двое деток – девочка и мальчик. Девочку звали Мари, а мальчика – Жан. Брат и сестра вместе часто ходили в лес собирать валежник для очага в своем домике. Их семья была так бедна, что не могла покупать дрова. И вот однажды вечером, когда дети зашли в лес слишком далеко, а ночь уже наступала, им не удалось найти дорогу домой. Они страшно перепугались и стали плакать, потому что очень боялись волков. Дети уже долго блуждали по лесу, когда Мари сказала своему братцу: «Жан, влезь на дерево и посмотри, не видно ли нашего дома». Ой, нет, ничего не вижу. Жан взобрался на дерево, посмотрел во все стороны, но никакого дома не заметил. Они снова пустились в путь и опять довольно долго ходили по лесу. Мари второй раз говорит своему маленькому братцу: «Жан, влезь на дерево и посмотри, не видно ли нашего дома». Сейчас. Я ничего не вижу. А ты повыше заберись. Ой, я боюсь. Не бойся. Ну что, видно? Нет, ничего не вижу. Проблуждали они еще какое-то время, и Мари в третий раз говорит своему маленькому братцу: «Жан, влезь на дерево и посмотри, не видно ли нашего дома». Ой, сейчас. Ой, ничего не вижу. А ты повыше заберись. Ага, сейчас. Еще выше. Еще выше. Да. Ой, так темно. Вижу. Что видишь? Вижу прелестный домик. Вот так они попали к маленькому домику. Крыша! Смотри! Крыша сделана из миндального печенья! А стены-то стены из сладких пышек! А окна? Ой, окна из леденцов! И поскольку дети были уж очень голодны, Жан тут же оторвал кусочек стены, ведь это были пышки, и стал быстро его есть. Ой, как вкусно! Ой, какие вкусные пышки! Попробуй, ты кусочек откуси! А ты леденец попробуй, какой вкусный! Никогда в жизни я не ел ничего вкусного! Это кто же там грызет мой дом? И в тот же миг из домика вышла старая колдунья. Шла она, согнувшись до самой земли, и был у нее только один глаз. Ага, наконец-то я вас поймала. Маленькие негодники. Отпустите нас! Она схватила обоих детей и посадила Жана в клетку. Вот, посиди в этой клетке, будешь пожирнее. Я очень люблю есть маленьких деточек. А ты, девчонка, Что? будешь служить мне по хозяйству в доме. Будешь моей служанкой. Хорошо. И вот настал день, когда колдунья решила, что пора съесть маленького мальчика. Она позвала Мари и сказала: сегодня я собираюсь съесть маленького братца. Иди-ка, приготовь побыстрее большой котел, налей в него доверху воды и разведи под ним огонь. Да пожарче! Пришлось Мари наполнить котел водой и подбросить под него побольше хвороста, чтобы огонь хорошенько разгорелся. Ну что, вода уже разогрелась? Еще как! Вы и сами можете легко в этом убедиться. А ну-ка. Сняла тут колдунья с котла крышку,
А поскольку она была одноглазая, то низко-низко наклонилась над самым котлом, чтобы проверить, горяча ли вода. А Марита стояла как раз сзади нее. Она толкнула колдунью изо всех сил. Вот тебе, проклятая колдунья! Да так ловко, что та свалилась головой вперед прямо в котел. Мари, как увидела это, сразу крышку на котел сверху положила 2 большущих камня. Так и случилось, что злая колдунья не только сварилась в котле, но и сгорела там, превратившись в пепел. А Мари скоренько открыла клетку, где сидел Жан. Жан, выходи скорее, бежим! Ой, сестрица! Скорее бежим! Бежим скорее! Домой! Вместе они выбрались из домика колдуньи и бегом побежали домой к маме. И с тех самых пор больше никогда они не ходили в лес одни так далеко.